Всем привет, ребят! На улице еще темно, но мы уже собрались в поход на первую избу с ночевкой. Будет рыбалка, а там посмотрим, как дальше. Основное направление сегодня у нас будет рыбалка. И поедем на УАЗике, загрузились уже. С собой возьму Тулана, поедем вдвоем. Не знаю, доедем, нет. Снега уже много, но есть слухи, что там есть дорога. Ездили на Беларуси. Глянем, посмотрим, что из этого получится, какой поход. Приятного просмотра. Бездельника тут сегодня посадил, потому что у меня в кабине много вещей набралось. Да и тут хламу хватает. Полкузова. Сегодня тепло на улице. Минус 2 градуса только. Все. Недавно, вот сейчас буквально полчаса назад, заезжал трактор, чистил дорогу. Сегодня очень рано, между прочим. Так. Темная ночь. Только пули свистят по степи. Только пули. Между прочим, сегодня, как сказать, сегодня талый снег такой. Буксовать будем, ехать будем по зимней дороге уже сейчас. Это здесь хорошо, а там что нас ожидает, непонятно. Вообще сможем ли туда доехать? Ну, попробуем. Если не сможем, можно отложить и завтра уже на Буране поедем. Но сегодня, я думаю, если там не ездили, некомфортно будет ехать. Загружают доски в пилорамах. Вот и все, тут лапа закончилась. Да, какая-то дорога, я вижу, есть. Да, есть. Знаете, вот тут утюг таскали. И да, есть. Надеюсь, доедем до избы. Да, хорошая дорога, между прочим. Очень даже неплохая. Вообще асфальт. Одна история в голову пришла, ребят. Был у нас лесопункт. И также вот зимой делали дороги там, тракторами там, ледяные через речку переходы там, ледники делали. Но первоначально, в начале сезона, ни хрена не получалось, потому что все талое там, болото, проваливаются трактора, никак не получается. Потом мужики, это в нашем селе, мужики, короче, в будке сидят, ну, блин, не получается дорога. Потом бригадир приходит, что, говорит, мужики, вы сидите, дорогу не делаете. Надо дорогу в лес делать, лес вывозить. А мы, говорит, сейчас подождем воркутинского инженера. Вот он придет, быстро все исправит. А вы поняли, кто такой воркутинский инженер? Это, ребят, мороз. В Воркуте всегда холодно. И правильно тогда сказали. Придут холода, все получится. И дорога, и переходы через речку. Так что надо ждать погоды.
Половину пути уже проехали. Здесь развилка будет. Тут зимник и летняя дорога, где я еще лето здесь ездил, показывал видео. Курилка тут. Так, интересно, куда они поедут. Так, не понял. Куда они поехали-то? Неужели на зимник поехали? Так. На зимнюю трассу, что ли, они поехали? Так, и там дорога. И здесь дорога. Там тоже спуск, дорога есть. Потому что там болото. Так. Давайте здесь поедем. Поедем по зимнику, попробуем. Наверное, основное уже тут начали ездить, потому что там все намело. Это раньше, наверное, тут ездили они. Да, да, там поедем. Здесь заброшенная дорога. Основная трасса уже они сделали в этом. Сейчас собаку посмотрю. Они сделали по зимнику. Тулами. Сейчас чуть-чуть посиди еще, потом отпущу. Пука. Погнать чуть-чуть. Пука. Потому что кто его знает. Может, волк там следы найдет, блядь. Побежит за ними. До любимого места доедем. Это возле реки, где останавливаюсь. И уже там отпущу его. Там недалеко до избы. Вот, смотри, буксует. На сегодня, да, запросто можно забуксовать, потому что сыро. А на целине, наверное, уже глубокий снег. До избы не знаю, смогу нет заехать. Поглянем, все буду снимать. Нормально проскочили, болото все замерзло и пробуксовка едет. Не, вряд ли мы заедем сегодня по целине. Смотри, как буксует. Почему так он едет тяжело? Выехал на летнюю. На мост выезжаем через речку. Здесь сяду на мост. Фух, проскочили. Тут колеи вообще ужасные.
как-то, наверное, снегом закрылись, что ли. Да, немножко спотел. А там дальше уже ничего, нормально. Все, десантировался. Все стоит. С пробуксовкой, но едем. Мы доехали до места, где я останавливаюсь. Но сегодня вообще тьма еще, ребята. Нечего там показывать. Но я у реки, на крутом берегу, где останавливаюсь. Каждый поход, буквально каждый. И сегодня еще остановился. Даже сигнал этот габарита сегодня горит. Все время где-то замыкает. Ну, едем дальше. Где-то с пол колеса, наверное, снега. Может, чуть больше. А больше, наверное, 30. А, Тулан. Тулан здесь. Ну вот. Попробую тут заехать. Так. Ни хрена себе. Снега там много уже. Вот тут. Потому что здесь более-менее много деревьев и снега меньше. Ну да. Попробую тут. По этой целине. Заедем. Если не смогу заехать, здесь все равно самое близкое расстояние до избы. Потому что если там, где летний заезд, там очень далеко пешком ходить. Так, ну, попробую проскочить тут. Опа! Minne tulen? Набегался. Чё, здорово, Кырка. Ледюжный шотчины. Вот это да, сырость сегодня ужасная. Проехал 2 раза, я еще, наверное, пару раз, наверное, круга дам, чтобы протоптать тут. Вот это погодка сегодня, плюсовая. Плюсовая, послезавтра 29 обещают. Ну, короче, перепады очень мощные. Хорошо заехал, нормально, спокойно, без проблем. У меня губка с микрофона вот такая пропала.
Чолом зарокерка. Ледь не шотченый. Так. Так. Сейчас у меня комментарий был, который меня вообще убило конкретно. Написали, что я дрова вообще не оставляю для путников. Ну, я огорчен, я нервничал, я не знаю, что добавить. Посмотрите, сколько дрова. Вот тут дрова. Вот полено. Спилено. Бери не хочу. Смотрите, сколько дров. Зачем такое писать? Ребята, кто смотрит. Чолом зарокерка. Заходим в избу. Вот дровишки. Вот дровишки. Все есть для ночлега. Одежду, говорит, не оставляешь. Вот бушлат. Вон второй. Ну, не знаю, штаны еще были. Это на второй избе там, наверное. Еду не оставляешь. Пачку макаронов. Бери не хочу. Целый пакет. Сахарный песок и я не знаю, что там еще есть. Из продуктов. Вот поэтому, ребят, я меньше стал отвечать на ваши комментарии. Обижаться не надо. Как ко мне обращаться, я также. Написали, что я не оставил дверь. Как сказать, на избе, чтобы никто не мог жить. Зачем такое писать? Да хоть и я отвез, вот. Я поставил здесь оцинкованный лист. Запросто можно переночевать и с такими дверями. Мне просто надо высказаться, чтобы мне стало легче. Этот комментарий был... Я там немножко переписывался. Утром встал, этот комментарий я не увидел. Видать, кто написал, он сам просто удалил. Сама, между прочим, это Татьяна, она была, или что там, с украинским фамилием. На Ко или Вичли, как-то вот так заканчивалось. Я таких людей не хочу запоминать, не хочу ничего про них слышать. Просто вот обидно мне. Просто стало обидно за то, что такое пишут, что я, ну, хрен с ним, уже начали писать, какой я охотник, какой я рыбак. Пускай пишут. Хотя вообще это не так. Буду терпеть. Это YouTube, как мне писали, надо терпеть, раз на такое дело пошел. Вот. Но просто мне чуть-чуть стало обидно. Здесь, блин, комфортно. Это не в сугробе, не в палатке ночевать. Здесь, смотрите, все, матрасы, все. Все есть, все. Чайник, котелок, еда. Да, между прочим, аптечку, говорит, не оставлю. Вот даже аптечка, блядь, есть. Все есть, нахуй. Лежи, нахуй, спи, отдыхай. Что не устраивает, кому не устраивает. Дровишек не оставляю. Все оставляю, все есть. Потому что я знаю, что такое охота. Знаю, что такое правила охоты в Коми. Не законы, вот, которые пишут депутаты, ни хрена не понимающие. А вот именно таежные законы. Что мне надо оставлять, чтобы человек не погиб. Все есть для проживания. Для комфортности еще буржуйка. Вот такая буржуйка еще стоит. Но мне стало легче. Я высказался, вы послушали. Не надо ничего писать. Все равно некоторые не поймут. А мне тяжело. После таких комментариев мне тяжело. Я читаю, все близко к сердцу воспринимаю. Мне тяжело читать такие комментарии. Потом я просто долго отхожу от таких комментариев. Вот. Обижаются, что там сердечко не вставляю. Я сердечко там вставлял под каждым комментарием. Но сердечко для человека я оставляю, а он мне, блядь, наплюет в душу так, что какое может быть сердечко? Пишите лично один на один. В комментарии ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. Всегда на все комментарии. Вот там я отвечаю. Я посмотрю человека, а не в Ютубе там общаюсь с роботами. Я не знаю. Там многие не люди просто вот. Стараешься, снимаешь,
пускай немножко там YouTube, от YouTube я получаю деньги, там, блядь, и начнут там про донаты писать, там еще. Вот. На все это нужны деньги. Сами должны понимать. Траты немалые. Вот я приехал на УАЗике, никакой выгоды сюда ездить на УАЗике нету. Сейчас я еще пару кругов, наверное, дам, потому что и надо все вычистить, потому что заморозки сейчас ударят. Вот такие дела. Ну, что хотел, рассказал. Сказал про насчет дров. Что на первой избе, что на второй избе у меня дрова для житья всегда есть. Вот. Все, надо делом заниматься уже. Ну, чуть-чуть начинает расцветать. Чуть-чуть. Так, занес после ремонта дверцы. Блин, немножко тоже волнуюсь, что получилось у меня. Так. Ну-ка, посмотрим. Так, смотрите. Эта сторона чуть-чуть что-то держит так. Немножко вот тут надо отшлифовать еще было или что там. Не, дверь не получилась. В принципе, одна сторона-то, да, свободно. Да, все, прошло. Там эти, шлак, наверное, еще немножко оставалось. Все, четко. Очень даже неплохо. Да. Сейчас будет. Вот ручка как-то неудобная у меня. Ручку можно 2 штуки вот здесь приварить. Потому что ну, тяжесть как-то не нормально. Там заусеница была. Очень даже неплохо. Сейчас я растоплю печку в первую очередь. Буду пока буксовать, чтобы... И знаете, вот для золы еще надо этот нормальный этот совок. Вот. За сколько там получилось? За осень и за прошлый поход вот столько золы. Вот. Ну вот, видели. Вот так все и начинается. Приедешь в избу, в первую очередь затапливаешь печку. Ой, почему я сразу в первую очередь не построил такую печку? Сколько я мерз в избах. Там приедешь, там эта кирпичная печка пока нагреется. Все думал, там железная печка быстро там остывает. Но видите, как... Ну, в интернете я подглядел. Сделал то, что я еще не знал. Это вот этот вытяжка поддувала. Вообще огонь. Можно отрегулировать. И можно отрегулировать и уже всю зиму, можно всю зиму всю ночь без проблем можно не думать, что у тебя остынет. Так, одной рукой неудобно. Береста толстая, плохо загорается. Ну, из старых деревьев, когда бересту снимаешь, она толстая. Ну вот, видите. Все. Моментально дым пошел в трубу.
И знаете, вот, чем шире труба, тем лучше. Не жалейте, лучше сразу берите 130 или 150. И проблем никаких не будет. Будет у вас хорошая тяга. И заслонкой можно отрегулировать. Тягу. О, четко сейчас все закрывается. Даже очень даже. Вот так. Видите. Ну, примерно так. Протоптал, такую вот майну сделал. Здесь майну, ну, сказанул же. Ну, площадку такую, чтобы
Здесь я машину оставлю. Вот тут где-то. И подчищу все. Эти колеса. Потому что они в сырой снег. Я так остановился, чтобы выгрузить все вещи. И чуть-чуть подальше вот туда отъеду, там оставлю машину. И будет он стоять. Тулан не понимает, что я творю. Печка разгорелась, сейчас топится. Все классно.